Добрый вечер. В эфире «7 дней». В студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. Эмоции непередаваемые, все кричат, раскрывают флаги. Казань – блестящий, энергично развивающийся город. Герои Волжские в Казани. Ставка на будущее. Хочу, чтобы жизнь улучшилась, чтобы пенсионерам легче стало жить. Живем в республике, все равно надо участвовать в таких мероприятиях, раз уж выбираем. Последняя неделя – это самое главное время, которое решает судьбу. Выборы 2019. Обратный отсчет до главного политического события года. Шоян, Биби, Азалия, Галяскер. Мы смогли бы вполне дублировать наш контент уже, который есть в Союзмультфильма. Для детей очень хорошо, чтобы татарский знали. Шаян ТВ. Открытие года. Главные герои по версии маленьких героев страны. WorldSkills Казани уже история. Немного скоротечный, но такой душевный и в то же время грандиозный праздник молодости и профессионализма завершился. И чувство грусти сменяет ощущение гордости за наших ребят, прежде всего страну, родной город и республику. Идеальный чемпионат провела Казань, ни больше, ни меньше. И даже небольшой дождь в последний день на церемонии закрытия ощущений праздника не испортил. Выступление сборной России на чемпионате не просто хорошее, удачное, а невероятно успешное. Начну с того, что прогресс нашей команды, которая вступила в движение WorldSkills совсем недавно, в 2012 году, очевиден. Казань, к слову, проводила юбилейный 45-й чемпионат мира по профмастерству, а впервые такой турнир состоялся в далеком 1950 году. В 2015 на чемпионате WorldSkills в бразильском Сан-Паулу наша сборная заняла 14 место в общекомандном зачете. Для команды-дебютанта такой результат стал несомненным успехом. Настоящий прорыв случился через 2 года в Абу-Даби, откуда российская сборная привезла уже 11 медалей, из которых 6 золотых. И 21 медальон за профессионализм и 5-е общекомандное место. В Казани родные стены нам здорово помогли. Ребята, можно сказать, прыгнули выше головы. Совсем немного уступили в общекомандном зачете главному фавориту сборной Китая. У друзей соперников из Поднебесной 16 золотых медалей, у наших ребят 14 наград высшей пробы. И к этому успеху вы прибавьте еще успех всего чемпионата, который по оценкам всех гостей был организован безупречно. Казань в очередной раз приворожила всех, и еще один респект от президента России Владимира Путина стал вполне заслуженным. Как он отметил, Казань – блестящий, энергично развивающийся город с древней историей и молодой. Здесь были созданы все условия для честной и справедливой борьбы, для дружеского общения зрителей и участников из более чем 60 стран мира. WorldSkills Казани. Как это было? Истории в деталях в репортаже «7 дней». Если вы хотите узнать и понять, куда идет мир, вы пришли по адресу. Чемпионат WorldSkills в этом смысле задает тренд. Это тренд на цифровизацию и робототехнику. Понять это легко даже по обилию компьютеров, проводов и сложной техники, и умных слов вроде мехатроника. Что скажешь, тенденция, все ближе тот день и час, когда роботы не только заменят такси, но и будут строить дома, ремонтировать автомобили, готовить еду. Что придумают тогда организаторы чемпионата, чтобы сохранить его зрелищность, сказать трудно. Пока наибольший интерес у публики вызывают компетенции, где оценивается в том числе быстрая реакция и умение работать руками. Плотницкое и поварское дело, ресторанный сервис, строительные работы, ремонт автомобилей, флористика, технология моды. Вообще очень интересно узнать что-то новое. Как раз детям показать все это наглядно. Какие дисциплины, компетенции? Кондитерское дело. Как-то это все глобально, то есть мировой чемпионат. Маленькие дети смотрят так пристально на многие профессии, многие работы, которые делаются. Это действительно, и это не пройдет бесследно. Это у него отложится, он подумает. Я просто уверен, что
через какое-то время мы вот эти все приемы, эти технологии, это оборудование будем видеть на предприятиях и в организациях нашей республики. Финальные раунды состязаний – тот момент, когда решается все. Напряжение читается не только на лицах участников, но и болельщиков. Все эти дни они умело скрывали эмоции, чтобы ничем не помешать конкурсантам. И вот звучит финальный гонг. Все задания пройдены, можно передохнуть и дать волю чувствам. It's hard, oh, it's beautiful, it's good. Заканчивается каждый финальный раунд. На этот раз компетенции лабораторный и химический анализ. Здесь нашу страну представляет Анастасия Каменева. Она из Ярославля. И у нее очень солидная, очень мощная группа поддержки. Среди тех, кто болеет за Анастасию Каменеву в Казани, и тех, кто помогал ей готовиться к соревнованиям, а в будущем хотел бы видеть ее в качестве молодого специалиста в своей компании. Безусловно, планируем. Это будет серьезная конкуренция, потому что уже поступают предложения и от иностранных корпораций здесь прямо сейчас. Да? А это не только наша история, это происходит и на других компетенциях. И, конечно, главный персональный болельщик Насти – ее муж. Сил больше, конечно, намного больше. Они увеличиваются в разы. На площадке, где соревнуются участники в компетенции ремонта и обслуживания легковых автомобилей, считанные минуты до завершения последнего 9-го модуля. Здесь, в Казани, сборную России представляет Николай Дончак из Москвы. Справился с волнением и всеми заданиями. Теперь можно перевести дух и поговорить с журналистами. Для WorldSkills это уже своеобразная традиция. Электрооборудование, поиск неисправности, устранение. Что было самым сложным, когда тысячи людей проходят и смотрят, наверное, не просто, да, когда за тобой наблюдают. Простите, надо идти. Дончак, выходи! Дончак, выходи! Однако скромный Коля решил затеряться в толпе. Наверное, чтобы не спугнуть победу. Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов из Татарстана в компетенции мобильная робототехника на домашнем чемпионате вправе рассчитывать на медаль как минимум. Как все сложится, ребята не хотят загадывать пока. Очень много работы, и вот просто вот, когда обратный подсчет 10 секунд отсчет пошел, прям просто не верилось, что все это закончилось. Чуть-чуть не сознается даже. Да, пока что мы в состоянии какого-то эффекта, да. Очень много ребят с 2016 года, когда мы выступали в Гетеборге, в Швеции, на Евроскиллсе. Очень много ребят приехали поздравлять, приехали поддерживать, очень приятно. Это было круто, ярко, незабываемо. Чемпионат WorldSkills в Казани. Зрелищный, масштабный и блестяще организованный. Такую оценку дают его участники и гости. Мы видим, что была проделана огромная организационная работа. Все участники говорят, что материалы отличные, все продумано. Казань-Экспо очень удобная площадка. Это показывает, что в нашей стране, когда напрячь усилия, когда есть четкая организация, все можно сделать. В этом отношении Татарстан вот так сработал. Кульминация чемпионата, церемония закрытия. Грандиозное шоу еще раз напомнило всем зрителям, что это было самое крутое и значимое событие в России и в Татарстане после чемпионата мира по футболу. А главными героями этого праздника стали сами участники соревнований, его победители и призеры, которые щедро делились эмоциями со зрителями, превратив стандартную процедуру награждения в запоминающееся зрелище. Эмоции непередаваемые, особенно когда тебя вызывают, и еще такая интрига сохраняется, не знает, кто вы, ты тут ты видишь свое имя, это просто эмоции непередаваемые, все кричат, раскрывают флаги, кричат твое имя,
понимаешь, что все не зря, весь этот путь не зря, и это часть истории, и это история про тебя, и ты внес большой вклад в свою страну. Очень счастлива, что это проходит в Казани, потому что родные стены как-никак греют. У меня уже в копилке была медаль за Россию, за Европу, и все золотой медалью чемпионата мира мы закончили мою карьеру участника. Впереди много возможностей, очень счастлива. Мне нравится очень сильно ушпачмаки. Мы просто вчера были в заведении, очень вкусная еда. Пробовали говяжьи хвосты и конину. Прям очень вкусно. И у нас, кстати, по заданию еще было в черном ящике, нужно было приготовить конину. Это результаты, на самом деле, 4-летней работы, причем усердной работы. Сказать, что я рад, ничего не сказать. Это круто. Чемпионат был полная неожиданность. Во-первых, все задания были засекречены до конца. Вот прям каждый день мы погружались заново в каждое задание. Абсолютно ничего не было известно. И все состояло из неожиданностей. Сейчас ты рада? Счастлива. Просто счастлива. Уверен, нашим гостям понравилась Казань. Блестящий, энергично развивающийся город с древней историей и молодой, где созданы были все условия для честной, справедливой борьбы, для дружеского общения зрителей и участников из более чем 60 стран мира. 22 медали, из которых 14 наград высшей пробы и второе общекомандное место после сборной Китая. И, конечно, главный приз чемпионата по профессиональному мастерству, своеобразный гран-при, премия Альберто Видали, основателя WorldSkills, за наибольшее количество набранных баллов среди всех участников досталось нашей Анастасии Камневой. Такой вот фантастический результат для российской команды, которая недавно вступила в движение WorldSkills. Весомый вклад в него внесли и представители Татарстана. Айдар Минеев стал победителем в компетенции изготовления прототипов. Блестящее выступление нашего парня. Ислам Нигматуллин в конкурентной борьбе завоевал серебро в компетенции информационные кабельные сети. Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов принесли в копилку бронзовую награду. Сами ребята немного расстроены, так как вполне могли стать чемпионами на домашнем турнире. Первые эмоции были не совсем хорошие. Чуть-чуть другие ожидания были чуть-чуть. У нас минимальная планка была — это серебро. В любом случае, это успех, который войдет в историю. Владимир Путин тепло поздравил ребят с более чем достойным выступлением в Казани. Мы вами гордимся, здорово. Вот сами для себя, думаю, что для вас самих это большое качественное изменение, думаю, в жизни, в вашей профессиональной карьере, но и для всех остальных людей, которые выбирают такую хорошую профессию, как у вас. Это очень хороший сигнал, очень хороший пример. Я вас поздравляю от души, желаю вам новых успехов. Тимур Бекмурдин и Роман Безменов. 7 дней. Мы уже отмечали, WorldSkills – это не только чемпионат и конкурс профессионального мастерства. Это отличный повод встретиться и поговорить на актуальные темы в экономике, в образовательной сфере, в вопросах развития рынка труда и так далее. Не случайно этот чемпионат в Казани имел очень обширную деловую программу. В гости к нам приехали интересные люди, авторитетные эксперты и высокие чиновники. Мы записали эксклюзивное интервью с министром просвещения России Ольгой Васильевой. Предлагаю его вашему вниманию. Ольга Юрьевна, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете проведение WorldSkills в Казани? Все ли вам нравится? Вы знаете, я очень высоко оцениваю и подготовку, и само прохождение чемпионата. Но, во-первых, хочу сказать слова благодарности Республике Татарстан за то, что они сделали при подготовке, и та мощь, которую увидела и я, и все гости чемпионата, участники чемпионата, потому что это огромное количество новых застроенных территорий. Это прекрасное оборудование, это прекрасное оснащение, это транспорт, это волонтеры, это забота о каждом госте, о каждом члене команды. Но я могу привести пример, если позволите. Чемпионат посетило 271 тысяча человек. Это 88 стран. И если представить себе, какое количество, какой интерес был у людей, то цифры говорят, мне кажется, сами за себя. Вообще подготовка идеальная. В Татарстане очень системно занимается подготовкой кадров для именно реального сектора экономики.
И этот опыт, мне кажется, даже можно тиражировать в какой-то части и на всю Россию. Я думаю, что опыт Татарстана в разных областях можно тиражировать, не только в системе подготовки кадров, хотя она очень имеет, во-первых, хорошую традицию, историю, и она охватывает все новейшие области в том числе. Но здесь вообще системный подход ко всему. Потом не забывайте, что Татарстан имеет очень хороший опыт и универсиады, и чемпионата мира, и понятно, что подготовка вот самой площадки, это было как раз вот в рамках и предыдущих всех событий. А то, что вы говорите о подготовке наших студентов, среднее профессиональное образование, да, это бесспорно, потому что вообще в области образования Татарстан показывает очень хорошие результаты, это правда. У нас сейчас 37 ресурсных центров, на следующий год будет 41. Как вы считаете, вот это большие достаточно инвестиции и долговременные, они окупятся и когда они окупятся? Ну, вы знаете, и образование, и наука образования — это не те отрасли, которые окупают всю секунду. Мы знаем с вами, что это вклад, который дает долгосрочную перспективу. Но вот эти центры ресурсные, о которых вы говорите, которые вот один из крупнейших центров, особенно по IT-технологиям, которые мы также посещали вместе с Дмитрием Анатольевичем. Там есть большие федеральные деньги, деньги региона. И самое главное, что это центр, на котором готовилась сборная для WorldSkills по IT-технологиям. Вы абсолютно справедливы, когда говорите о таком количестве ресурсных центров, и потом мы же должны хорошо понимать, что они охватят всю республику по территории и по качеству образования, плюс сопредельные территории и другие территории из различных отдаленных уголков, и студенты, и преподаватели будут туда приезжать, и здесь идет постоянный обмен опыта, тут идет наращивание потенциала общего, и, конечно, я думаю, что результат не должен заставить себя ждать, потому что это большая инвестиция, прежде всего, человека. WorldSkills показал, что Россия может добиваться впечатляющих результатов и прогресса. В системе образования у нас все-таки, мы в WorldSkills стартовали, можно сказать, практически с нуля. В системе образования у нас мощная база и колоссальный советский опыт. То есть мы можем здесь тоже мощно прогрессировать, как вы считаете? Вы знаете, тут есть еще, на мой взгляд, очень важные две составляющие определили наш успех. Вы правы, когда говорите, что мы только недавно вошли в 2012 году, а в 2013 уже претендовали, боролись за право провести всемирный международный чемпионат. Но есть две составляющие. Это наш соревновательный дух, вообще российский, потому что мы ребята азартные, и это правда. И второе – это вложение, федеральное, региональное вложение именно в систему среднего профессионального образования. Это было системное вложение. И системное началось, то есть совпало. WorldSkills совпал с инвестициями в образование среднепрофессиональное, и вот тот соревновательный дух, подготовка команды, потом переход на региональные, национальные чемпионаты, подготовка мастеров, наставников, подготовка экспертов, которая прошла за это время, короткое время, дало очень мощный толчок. Вот это вот совпадение двух составляющих дало вот такой синергетический эффект, мне так кажется. Ольга Юрьевна, спасибо вам большое за интервью. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Шоян, Биби, Азалия, Гляскер. Мы смогли бы вполне дублировать наш контент уже, который есть в Союзмультфильма. Для детей очень хорошо, чтобы татарский знали. Шаян ТВ. Открытие года. Главные герои по версии маленьких героев страны. В понедельник Рустам Минниханов провел совещание Совета безопасности Татарстана. В рамках обсуждения проблемы промышленной и пожарной безопасности президент Татарстана отметил, что стабильная и устойчивая работа промышленного комплекса региона позволяет решать многие социально-экономические задачи. Также в Казанском Кремле Рустам Минниханов провел совещание по проекту строительства нового лыжно-биатлонного комплекса рядом со спортивным центром «Динамо» в поселке Мирный. Во вторник на Казань-Экспо Рустам Минниханов принял участие в заседании Генеральной ассамблеи WorldSkills International. В рамках форума президент международной организации Саймон Бартли вручил президенту Татарстана благодарность за выдающееся проведение 45-го международного чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. В рамках рабочей поездки в Татарстан полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и Рустам Минниханов совершили рабочую поездку в набережной Челны. В ходе визита они осмотрели дом, построенный по программе социальной ипотеки, посетили новый детский сад и школу, а затем приняли участие в церемонии открытия завода по производству стиральных машин и индустриального парка китайской компании «Хайер».
В Нижнекамске торжественно открыли биологические очистные сооружения компании «Нижнекамскнефтехим». Символический пуск в работу уникального объекта доверили представителям двух поколений нефтехимиков – ветерану, слесарю-ремонтнику БОС с 43-летним стажем Павлу Павлову и его молодому коллеге Рашиду Файзуханову. Компанию «Нижнекамскнефтехим» и всех жителей города со знаменательным событием поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов. Я хотел бы еще раз поздравить Нижнекамскнефтехим, группу компании «Таиф», коллектив, который здесь работает. Здесь использованы самые современные подходы, самые современные технологии. Реконструкция биологических очистных сооружений – один из главных экологических проектов компании «Нижнекамскнефтехим». Их по праву можно назвать уникальными. Это единственный в Татарстане объект, который очищает разные виды стоков – бытовые, коммунальные и стоки от промышленных предприятий. Группа компании «Таиф» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» вопрос соблюдения экологических требований и нормативов – это даже самый первый и главный вопрос. Уникальность данного сооружения в том, что эти очистные обслуживают не только Нижнекамскнефтехим, а порядка 70 предприятий промышленных, которые находятся на промышленной площадке Нижнекамска, и также обслуживают практически все стоки с города. Модернизация БОС принесет огромную пользу, ведь на сооружениях внедрили одну из лучших в Европе современных технологий очистки стоков – метод биофильтрации. Вся система очистки герметична, поэтому вредные и дурно пахнущие вещества не смогут попасть в атмосферу. Решен вопрос и с газовыми выбросами. Эффективность их очистки достигает 95%. Следующим этапом станет строительство нового коллектора водоотведения промливневых стоков протяженностью почти 15 километров. Работа уникальна тем, что ведется в условиях действующих производств. Это дополнительная нитка, которая свяжет промышленный узел Нижнекамского района с биологическими очистными сооружениями. Строить коллектор на значительном расстоянии от населенных пунктов. Это позволит сделать проживание людей более комфортным. Стоит отметить, что общая стоимость реконструкции БОС, включая строительство нового коллектора, составит более 3 миллиардов рублей. В преддверии празднования Дня Республики и Дня города Рустам Минниханов в Казанском Кремле вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан наиболее отличившимся татарстанцам в таких областях, как образование, культура, здравоохранение и сельское хозяйство. А 30 августа полномочные представители президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и Рустам Минниханов приняли участие в открытии бюста генеральному директору КАПу Горбунова Виктору Копылову. В рамках празднования Дня Республики Игорь Комаров и Рустам Минниханов посетили автомотошоу «Казан-Сити Рейсинг» и конно-спортивный комплекс «Казань», где состоялись скачки на приз президента Татарстана. 31 августа Рустам Минниханов в Альметьевске принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня работника нефтяной и газовой промышленности. Затем в городе Чистополь президент Татарстана открыл после реконструкции детский досугово-развивающий центр «Камалия». Возвращаясь к интервью с министром просвещения России, надо признать, что WorldSkills как движение стал своего рода драйвером кардинального реформирования системы профобразования в России. Ольга Васильева уже заявила, что в ближайшее время будут исключены около 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования. Как оказалось, они просто не нужны. За последние 5 лет их никто не выбрал даже на этапе поступления. Некоторые устарели, другие исчезли вовсе, а третьи изменились. Пример для наглядности. Помните взорвавшее соцсети приложение FaceApp, когда можно было увидеть, как ты будешь выглядеть через 50 лет? Создадим и мы сегодня похожее приложение, но с профессиями. Вот как будет выглядеть несколько лет спустя радиооператор. Он превратится в монтажника оборудования мобильной связи. Старая добрая профессия ткач станет модным мастером по дизайну. Токари, шлифовщики и фрезеровщики объединятся под одной профессией – станочника. Как видим, исчезают узкопрофильные специальности. Рабочий становится профессионалом сразу в нескольких компетенциях. Эксперты подчеркивают, уже сейчас в колледжах необходимо обучать студентов неустаревшим профессиям, которых не будет на рынке труда к тому моменту, когда они окончат образовательные учреждения, а учить их тем профессиям, которые будут востребованы через 5 лет.
То есть ставки сделаны на будущее. А какое оно, можно предположить, посмотрев на состав участников WorldSkills, например, из Татарстана. Не будем далеко ходить. В состав российской сборной вошли 14 участников из республики. 8 из них сражались в 7 IT-компетенциях. В 5 основных и 2 компетенциях Future Skills. И медали наши ребята взяли именно в IT-сфере. Кого ждут на рынке труда и каковы перспективы развития? Об этом наш следующий репортаж, экспертами которого выступили татарстанские герои WorldSkills, в том числе единственный обладатель золотой медали из Татарстана Айдар Минеев. Хотя есть еще одна золотая медаль из будущего, но о ней мало кто знает. Диляра Юсупова раскроет детали. Чемпионат рабочих профессий в этом смысле шагнул далеко вперед. Рабочими они назвали специальности, где работают не только руки, но и голова. В Татарстане основные медали завоевали, к слову, именно те, кто включил и то, и другое. Все призовые места наших чемпионов так или иначе в номинациях по информационным технологиям. Среди них Айдар Минеев, золотой победитель в категории изготовления прототипов. Это когда новые технологии испытываются другими новыми технологиями. Проще говоря, прототип тестирует функционал будущего изделия. Изготавливали прототип подводной камеры для подводной съемки. Она заняла 3 дня, 22 часа задания. Шутка ли, но потребность в такой не всем известной специальности в России растет. И это подтверждает рынок. Правда, в обиходе ее называют проще – аналитик, что не меняет сути, но меняет восприятие. Такая коварная подмена ожидает еще целый список профессий. Швея станет дизайнером, а токарь – станочником. Это нагрудное украшение татарской женщины. Очень большое внимание уделяется как раз-таки возрождению ювелирных изделий. Техникум народных промыслов сам по себе звучит как присказка народной былины, да и выглядит так же. Удивительно, что сегодня в мире еще есть места, где лепят из глины и вышивают вручную. Да и не верится, что такую красоту когда-то будут делать машины. Мы специально не переименовываем новомодным словом дизайн все наши профессии, потому что основная миссия, концепция нашего учебного заведения заключается в том, что мы возрождаем, развиваем и сохраняем народные промыслы и ремесла. Сохранить пока получается. В учебном заведении до сих пор учат на вышивальщицу. Термин никуда не делся и по всем нормативам звучит так, как пишется и слышится. Но несмотря на то, что эти профессии редкие, они не менее востребованы и очень хорошо оплачиваются. И это уже не игрушки. Технологии последних лет перевернули понимание о том, что такое серьезная работа. Рынок труда чутко реагирует на любые изменения. 90-е годы – бум юристов и бухгалтеров. Тогда считалось, что обладатели этих модных профессий уже точно не останутся без куска хлеба. Но рынок просто не переварил такого количества узкопрофильных специалистов. Сегодня самая ходовая вакансия на поисковых сайтах – та, определить род деятельности которой вообще невозможно. Допустим, менеджер, администратор или помощник руководителя. Но есть и хорошие новости. Интерес к рабочим специальностям не пропадает. Если руки золотые, то они по-прежнему на вес того же золота. Технологии разве что грязную работу сделали чище. Завод будто хай-тек-салон. Здесь, как и 10 лет назад, нуждается в инженерах и конструкторах. Уменьшается количество. Если раньше этим занималось там 10, 20, даже 50 человек, то сейчас это может быть 3-5. Вот такое объединение происходит на средних производствах. Когда так бы этим занимался 2-3 человека, но за счет того, что идет автоматизация, уже на одного человека загрузки не хватает, и приходится давать ему дополнительные специальности. Когда мы слышим слово «завод», мы представляем обязательно что-то такое советское, шум станков, ну и, конечно, рабочие руки. Здесь все так, с одним единственным исключением. Всего 2 этажа мы попадаем вот в эту практически лаунж-зону. Здесь разворачиваются технологии последних лет и идет не менее серьезная работа. Мобильные приложения, которые теперь повсюду, тоже когда-то казались плодом чужих фантазий. Для Тимерлана Рахматуллина такая работа – обыденность. Парень еще на этапе обучения понял, что львиная доля востребованных профессий связана с высокими технологиями. Раньше были архивисты, люди, которые сидели в архивах и заполняли какие-то бумажки, что-то своевременно искали. А сейчас есть базы данных, и эти люди, они просто не нужны. То есть все идет к оптимизации. Участник WorldSkills, он стал победителем во внутреннем чемпионате под названием Future Skills. Отраслевая категория, которая отвечает как раз за профессии будущего. Его золотая медаль не вошла в общекомандный зачет, но точно войдет в его личный. Проект диктует новые требования к кадрам и их подготовке.
Иди ко мне, иди, зайка, иди быстрее сюда. Иди ко мне. Иди ко мне, девочка. Ты зовешь, и она придет не потому, что запрограммирована, а потому, что узнает именно тебя. Еще один навык, который остается в цене – живые эмоции. Машинам такое пока не под силу, но именно они когда-то заменили лошадей. Лошади, впрочем, никуда не делись, а вот конюх или кузнец – вид вымирающей профессии. Нет, в них по-прежнему нуждаются, но теперь ты должен уметь и еще кое-что. Человек, который работает с конем, он должен его полностью знать, должен знать его привычки. Кавалерист, он отвечал за лошадь сам. Это был его друг, товарищ и брат. Он должен его содержать в чистоте, сам отбивать денег, убираться в стойле, значит, сам кормить его. Уже через год во всех техникумах страны студент будет получать не конкретную специальность, а скорее сферу. Несколько профессий объединятся в одну. К слову, за рубежом это стандартная практика. Вот один из участников WorldSkills долго пытается объяснить, кем он будет на самом деле. Я буду мастер производственного обучения. Сантехника и отопление подразумевают под собой все, то бишь от санитарно-технических приборов, которые вы пользуетесь дома, это смесители и тому подобное, до массовых а-ля даже на атомной станции, то бишь любая вообще техника, связанная с водой. Одним словом, сантехник. А вот еще один представитель Австрии создает на компьютере модели будущих изделий в области машиностроения. По-нашему, IT-разработчик. Есть рисунок или чертеж, и по этому рисунку я создаю модель на компьютере, а уже потом изготавливается изделие. Вся сложность заключается в том, что работать надо очень быстро. Министерство образования России предлагает в перспективе ввести демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Ребята показывают все, чему научились в приближенных к реальным условиям. Эксперты считают, таким ходом среднее профессиональное образование не уступит дальнейшему высшему, поэтому сегодня массовый запрос на центры профориентации. С молодых ногтей детям объясняют, кто такой пожарный, строитель или повар. Для родителей и детей было бы, наверное, какое-то подспорье, определить свой будущий выбор, какое-то решение. Пока юным искателям все равно, большинство из них мечтают стать продавцами мороженого. А сами родители отмечают, само по себе слово «профессия» безбожно устарело. Сейчас важнее говорить о навыках. Навыки основных профессий в любом случае они пригодятся, несмотря на то, что пока у нас нет определенного выбора. Вопросы у аналитиков остаются. Рынок труда будущего, уравнение со многими неизвестными. Главное – отличить сиюминутный спрос от того, что всерьез и надолго. И если сегодня в мире готовят первых на планете дипломированных создателей будущего, то уже завтра, возможно, характеристика «хороший человек» тоже станет профессией. Диляра Исупова, Андрей Ключников, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней. Что показал прошедший мировой чемпионат WorldSkills в Казани? Обращаю внимание на 3 ключевых, на мой взгляд, момента. Первое. Мы еще раз доказали, что Россия, Татарстан и Казань способны принимать и организовывать на самом высоком уровне любые состязания и форумы. Какой угодно сложности, масштаба, престижности. Мы можем без булдрабаса, и здесь вопросов нет и быть не может. Второй чемпионат по профмастерству показал, что Россия и Татарстан особенно серьезно продвинулись в деле популяризации рабочих профессий, улучшения качества подготовки кадров, стремления к современным стандартам. И эти стандарты реально применяются у нас как в системе образования, так и на самих предприятиях. Отсюда и такой прогресс в результатах российской сборной на турнирах WorldSkills. И третье. Чемпионат в Казани наглядно продемонстрировал, как, в каком направлении развиваются разные отрасли. Мы увидели последние достижения во всех сферах современной экономики. Наверное, где-то мы отстаем, где-то не дорабатываем, но есть одно приятное наблюдение. Мы быстро учимся и быстро догоняем. И это крайне важно. Кто-то возразит, одно дело состязания, задания и конкурсы, другое – реальная практика. Я сейчас попробую на конкретном примере и на конкретной сфере деятельности показать и доказать, что в республике с прогрессом все в порядке. Электроэнергетика. О достижениях в этой области в Татарстане мы уже не раз говорили. Действительно, инвестиции за последние годы были сделаны колоссальные. Построены мощные объекты генерации. Кардинально было модернизировано и обновлено сетевое хозяйство. Это то, что заметно всем, но при этом энергетика изменилась качественно. Это новые подходы к работе.
Наверное, один из самых наглядных примеров внедрения в Татарстане опыта работ под напряжением. РПН – работы под напряжением – инновационная технология, которая активно используется во всем мире, особенно в развитых странах, и позволяет проводить ремонт сетей и другие операции без отключения потребителя. Увы, в России это довольно редкая практика в силу разных причин. Не будем сейчас в них вдаваться, слишком долго эта тема. В Татарстане, благодаря инициативе руководства сетевой компании, внедрением опыта работ под напряжением планомерно занимаются уже 10 лет. За это время прогресс, можно сказать, грандиозный. Этим опытом республики всерьез заинтересовались не только в регионах России, но и за рубежом. А не так давно в Болгарии прошел первый в России международный симпозиум по изучению опыта работ под напряжением. На мероприятие приехали представители профильных министерств и ведомств, а также специалисты электросетевых компаний со всего мира. Из США, Китая, Австралии, Финляндии, Казахстана. В Древнем Болгаре теперь есть все, чтобы принимать паломников и туристов на самом высоком уровне, в том числе шикарный 5-звездочный отель «Колгали» на берегу Волги. Здесь и разместят с комфортом и подберут подходящую площадку для деловой встречи или конференции. Что касается работ под напряжением, здесь Татарстану и сетевой компании есть о чем рассказать и что показать, поэтому выставка достижений была полезна и интересна всем участникам. 2 штанги в комплекте. За 10 лет системной работы сетевой компании в этом направлении успехи грандиозные. Вниманию гостей форума были представлены спецтехника, спецодежда и другие приспособления для проведения работ под напряжением. Бригада будет подходить снизу на подъемнике, поэтому... Все еще раз могли убедиться воочию, что работать под напряжением и безопаснее, как это ни парадоксально прозвучит, и надежнее, и, конечно, комфортнее для потребителя. Десятки тысяч работ выполняются нашими работниками, бригадами, электромонтерами, которые работают без отключения, под напряжением. И сегодня представляет уже очень большой опыт китайцы, австралийцы приехали финны, приехали, Европа. И каждый обменивается мнением. Это важно. Я думаю, что нас услышали, увидели наш опыт работы, увидели, насколько мы работаем близко к потребителю. В чем плюсы выполнения работ под напряжением? Для потребителя выгода очевидная. Его просто не отключат от электричества. Мы привыкли, что за дополнительный комфорт и качество нужно платить. В данном случае вроде как платить придется и сетевой компании. Однако все как раз с точностью, да наоборот. Основным преимуществом, как бы это парадоксально не было, является безопасность. По официальным данным Министерства энергетики Российской Федерации, то есть каждый год именно от электротравматизма погибает от 30 до 40 человек. Для сравнения, в Европе за почти 30 лет практики работ под напряжением не было зафиксировано ни одного случая поражения электрическим током. Объяснение простое. Электромонтер выполняет все необходимые операции в четком соответствии с инструкциями и требованиями безопасности, не надеясь на авось. Тем самым все риски сводятся на нет, что подтверждает и официальная мировая статистика, в том числе в США, где 90% всех работ проводятся под напряжением. В Китае сегодня вышли на показатель 50% РПН по сравнению с классикой. И это также абсолютно безопасные работы. Хотелось бы узнать, есть ли все-таки статистика по несчастным случаям. В распределительных сетях не было никаких несчастных случаев. Это работы, которые терпят не просто, скажем так, большой концентрации. Здесь должна быть отточено мастерство. Наряду с плюсами по безопасности и надежности энергоснабжения, технологии РПН позволили существенно повысить производительность. В среднем на 14%. Директор Центра работ под напряжением Алмаз Галимов наглядно, можно сказать, на пальцах объясняет, откуда такая цифра. Простой пример. Для того, чтобы приступить к ремонту сетей по классической схеме, нужно сделать 6 шагов. Первое – оформить заявку. За 10 дней предупредить потребителя о ремонте. Получить разрешение на вывод в ремонт. Затем вывести в ремонт. Далее нужно получить разрешение на подготовку рабочего места и допуск. И, наконец, подготовить рабочее место. В случае с работами под напряжением все эти 6 операций заменяются одной – подготовкой рабочего места на энергоустановке. Каждый шаг – это уже риск. Чем меньше шагов, чем меньше мы делаем переключений, работ у нас
тем меньше рисков. Сегодня бригады электромонтеров, работающих под напряжением, действуют на территории всех районов Татарстана. Стремительными темпами растет общий объем таких работ в республике. Если в период с 2009 по 2013 год было проведено немногим более 1000 таких работ, по итогам прошлого 2018 года цифра составила уже около 33 тысяч работ. А всего за весь период с 2009 года было проведено более 62 тысяч работ под напряжением. К 2020 году, в год празднования столетия образования ТАССР, в Татарстане планируют выйти на символичные 100 тысяч работ под напряжением. В каждом районе нашей республики работает бригада, которая может работать под напряжением, не отключая наших потребителей. Проделана уже огромная работа. Это и по обучению персонала, и по созданию учебного центра в нашей республике, в городе Заинск, и по оснастке наших персонала, инструментов, спецтехники. При этом надо понимать, что Россия и Татарстан здесь только в начале пути. Республика, как один из передовых регионов, может стать полигоном для отработки инновационных решений в электроэнергетике. А для этого нужно менять подходы в законодательстве, в том числе, говорили участники симпозиума. Инициатива должна идти от компании. То есть компании работают на полях, они видят, как все происходит, видят, куда надо двигаться, да. А мы, как государственный орган, стараемся все эти идеи продвигать, то есть занимаемся инновационными процессами. В Татарстане есть четкое понимание, куда и как двигаться. Хотя в России мы по технологии РПН фактически пионеры, первооткрыватели, в мире для нас есть ориентир. Он сказал спасибо большое. И нам удалось вот за эти 10 лет сделать достаточно большой шаг, я считаю, потому что последние 2-3 года мы уже и купили технику. Самое главное, правильно выбрать саму технологию, подготовка людей, и, во-вторых, подготовка инструментов и методов их обучения, и методов их применения. Американцы – безусловные лидеры в этом направлении в мире. Их передовой опыт уже удачно прижился на Заинской земле. Местный центр работ под напряжением – это современный учебный энергетический полигон, где одновременно могут оттачивать свои навыки и знания до 250 обучающихся. К их услугам оснащены 13 учебных классов, 5 полигонов, комфортная гостиница, столовая, тренажерный зал, спортивные площадки. Заинский центр активно сотрудничает с американской компанией SLTC, лидером в этом направлении. Как я сказал, благословенная сетевая компания счастлива тем, что у руководства есть правильное видение. Инициатива идет сверху, есть поддержка правительства, есть производство инструментов. Россия может служить примером, как надо развивать это направление. Сегодня обученные по американским стандартам инструкторы сами уже передают свои знания молодым коллегам. А Заинский центр РПН превратился в мощное образовательное учреждение федерального масштаба. На сегодняшний день у нас уже есть свои результаты. Мы уже обучили более 1500 человек. Ребята уже работают в каждом районе практически. Есть по одной, по две бригады, выполняют работу под напряжением. А у нас уже учатся бригады с других регионов Российской Федерации, не только с Татарстана. Мы презентуемся на всех мероприятиях крупных федерального масштаба. Поэтому мы готовы принимать всех. У нас есть для этого все условия. Инновационные решения повышают качество и надежность энергоснабжения потребителей, кардинально снижают время перерывов электроснабжения. И приятно осознавать, что Татарстан находится в авангарде этого процесса. Сегодня в сетевой компании приступили к работам на уровне напряжения 6-10 киловольт, на котором чаще всего происходит отключение. В перспективе в компании рассчитывают значительно расширить виды РПН, сделать их долю более значимой в производстве работ. Ну и следующий этап. Начавшиеся в компании работы под напряжением на воздушных линиях 500 киловольт в казанских электрических сетях. Сегодня этой технологией производства работ владеют 11 электромонтеров. На пути созидания и во благо потребителей, с заботой о каждом, с энергией для всех. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников, Андрей Мохов и Шавкат Гимудуддинов. 7 дней. Ровно неделя остается до выборов депутатов в Государственный совет Республики Татарстан.
Сегодня уже можно сказать, что избирательная кампания вышла на финишную прямую. На этой неделе состоялась встреча партийного актива «Единой России» с Рустамом Миннихановым, на которой были озвучены первые предварительные итоги избирательного периода. Представители партии парламентского большинства эту кампанию назвали нелегкой, но весьма плодотворной. Были проведены тысячи встреч с населением в малых населенных пунктах и больших городах. Это и общение кандидатов с гражданами через онлайн-сервис «Мобильный депутат» и работа мобильных приемных по всей республике, где принимались наказы избирателей. Это и активное общественное обсуждение программы «Наш двор», где представители партии провели свыше 700 встреч. По словам Рустама Минниханова, в этом и есть преимущество предвыборной гонки. Это именно тот период, когда не просто создается видимое очертание будущего парламента, а формируется основа для принятия новых необходимых решений. Так как именно на таких встречах поднимается круг вопросов, которые после становятся почвой для принятия новых республиканских и даже федеральных программ. Подробности от Эльзиры Юзаевой. Эта встреча, так скажем, без галстуков, лидер партии «Единая Россия» Фарид Мухаммедшин с избирателями ведет неформальный телефонный разговор. Набережные Челны? Да. Это Мухаммедшин, секретарь регионального дня. Да. Так точно. Здрасте. Технический прогресс так далеко шагнул вперед, что просто диву даешься. Теперь электорат может напрямую обратиться к любому из потенциальных избранников. Онлайн-сервис «Мобильный депутат» такую возможность предоставил каждому избирателю. Через интернет задаешь свой вопрос и просто ждешь звонка. Электронная площадка работала 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. За это время поступило свыше 6,5 тысяч вопросов и пожеланий. И даже в последнюю неделю до выборов в штабе партии не умолкает телефон. Если даже бы не было выборов, надо было придумать какую-то форму, чтобы вот все-таки мы как бы все время, нам кажется, что самое важное вот сидеть за своим столом, писать какие-то бумаги, давать какие-то распоряжения. И очень мало мы общаемся с людьми, видим, что там происходит на местах. А когда вот выборы, значит, все-таки эта работа у нас активизируется, и мы получаем массу информации. Мы каждый раз, после каждых выборов, все те напутствия, наказы, пожелания, мы их как бы перерабатываем. Все эти вот 40 программ, которые у нас есть, они все базируются на тех встречах, на тех просьбах, которые были. Вот, к примеру, программа «Наш двор», которая, кстати, была инициирована партией «Единая Россия», уже получила массу откликов по всей республике. За благоустройство дворов в Татарстане взялись пару лет тому назад. Треть дворов были уже приведены в порядок. Но эта программа, по мнению президента, должна охватить каждую придомовую территорию. Работа эта будет сложной, дорогостоящей. На реализацию проекта потребуется не менее 50 миллиардов рублей, но необходимой. Каждый житель сам мог определить, что именно он хочет увидеть у себя во дворе. Порой такие встречи сопровождались жаркими дискуссиями, но, как говорится, именно в спорах рождается истина. Это сложная задача, но для этого мы и есть, решать сложные задачи. Вот я смотрю на всех глав, они целиком, полностью настроены, значит, как бы засучить рукава и вперед. Я хотел бы обратить внимание, вот смотрите, мы парки, скверы, там пространство сделаем, но их же надо содержать, там должна быть жизнь, не везде это работает. Очень жаль, мы потратили большие деньги, и иногда видим разочарование, что и вандализм есть, и мы, власть на местах, не до конца как бы это. Вот программа «Двор», то есть нам важно понять, что им нужно. Мы сделаем несколько вещей обязательных. То есть вот это асфальтовые дела, освещение для детей, спорт, там это. Но если в этот процесс управляющая компания или ТСЖ не будет подключена, как бы в процессе что-то еще добавить, то, что они хотят. И самое главное, как он дальше будет содержаться. Мы такие деньги потратим, и все это. Поэтому вот этот момент тоже учтите.
По словам президента, все проекты в Татарстане – это не единовременная акция, это серьезная кропотливая работа, которую нужно довести до логического завершения. Вот, к примеру, в системе здравоохранения, по мнению Рустама Минниханова, нужно уделять внимание не только лечению, но и профилактике заболеваний. Потому ежегодно диспансеризация населения должна стать нормой, особенно для той части населения, что проживает в сельской местности. Программа «Дворы», значит, мы как бы не решались, это инициатива партии, да, все-таки вы продавили, значит, у нас были некоторые другие еще задачи, но эту тему вы продавили. Второе, то, что в населенных пунктах у нас, в деревнях, люди никогда диспансеризацию проходить никогда не будут, поэтому надо к ним приехать. Вот мы один комплекс уже работает, я сам видел. Это просто праздник для деревни. Они приходят, там общаются, там. Многие объекты, которые появляются в Татарстане, это результат реализации национальных проектов. Новые школы, клубы, детские сады, создание качественно новой инфраструктуры для качественно новой жизни. Львиная доля финансирования объектов, в которые вошли в федеральный проект, идет из центра. И деньги были выделены не только на строительство или капитальный ремонт здания. К примеру, учебные заведения смогли полностью обновить материально-техническую базу. А это дорогого стоит. Наш президент... Он хочет поменять страну. Вот никогда в истории нашего там российского государства, но нам не так много еще лет, таких больших задач не ставилось. Этот процесс будет идти и дальше. Вот определенные задачи на 3 года, бюджет определен. Это нормальная работа. Для этого нужны люди, для этого нужна документация, для этого нужны ресурсы, в том числе и наши. Поэтому вот национальный проект – это за короткое время, задачу, которую президент поставил, изменить. Это не говорит, что вот в 2024 году опять до свидания. У нас дальше будут еще более сложные задачи. Последняя неделя – это самое главное время, которое как бы решает судьбу. Нам важно не только победить, нам важно убедительная победа. Убедительная победа – это доверие к партии власти, доверие к вам, доверие ко мне, доверие правительству. Поэтому эта работа не только вот персоны или те, кто занимается, это общая наша работа. Я же говорю, это и муниципалитеты, это и органы власти, и это и результат работы наших территориальных федеральных коллег. Это общая наша работа. И в то же время у нас очень много еще дворов, очень много дорог, очень много экологических проблем. Но дайте нам возможность привести все это в порядок. Поэтому вот, значит, мы обращаемся к нашим избирателям. Мы готовы дальше работать. Ильзира Юзаева, 7 дней. 57 тонн бумаги и 600 килограммов специальной краски потребовалось казанской типографии, чтобы отпечатать бюллетени, которые на своих избирательных участках получат татарстанцы 8 сентября. Было отпечатано 2 935 411 бюллетеней для голосования по единому округу и столько же для голосования по одномандатным избирательным округам. В минувший четверг под усиленной охраной бюллетени были доставлены в избирательные участки Татарстана, которые начали свою работу за день до этого, 28 августа. До выборов в Государственный совет Татарстана осталась неделя, и за это время члены избирательных комиссий должны подготовить участки к проведению голосования. С первого же рабочего дня избирательные участки начали принимать заявления от татарстанцев, которые решили прийти и проголосовать не по прописке, а по месту своего нахождения. Это позволяет сделать механизм «Мобильный избиратель». Тем временем кандидаты в депутаты, представители 7 политических партий, участвующих в выборах, продолжают вести свою агитационную работу с избирателями. Елена Горбунчикова о неделе обратного отсчета.
типографским цехам инкассаторские машины подъехали ровно в 9 часов утра в четверг. После сверки всех документов в присутствии членов Центральной избирательной комиссии Татарстана началась отгрузка палет с избирательными бюллетенями. Первую партию в бронированных грузовиках и под охраной должны доставить в Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Мамадыш. В самую последнюю очередь отгрузят бюллетени казанским избирательным участкам. Чтобы все было готово к сроку, казанские печатники в круглосуточном режиме работали всю неделю. В каждом цеху есть определенные складские помещения, они закрываются. После каждого изготовления бюллетеней каждого палета они тщательно закрывались на эти склады. На печать более 5 миллионов бюллетеней ушло 57 тонн бумаги и 600 килограммов черной краски и специальной для нанесения защитной тангирной сетки. Так что на выборах 8 сентября каждый избиратель получит 2 бюллетеня. Светло-зеленого цвета для голосования по единому округу и светло-розового цвета по одномандатным округам. На участках, где подсчет голосов будет электронный, защитная сетка нанесена с обратной стороны. На нынешних выборах таких бюллетеней почти 100 тысяч экземпляров. В Москве уже 8 сентября будут проходить эксперименты. Будет эксперимент электронного голосования в 2 округах, когда человеку вообще не надо уже никуда приходить. Он уже может через госпортал проголосовать. 28 августа по всему Татарстану начали свою работу участковые избирательные комиссии. Первая задача – сверить списки избирателей. Кстати, татарстанцы тоже могут проверить свои данные в списке, обратившись в избирком по месту жительства. Это рекомендуется сделать тем, кто недавно поменял паспорт или прописку. Уточнить свой избирательный участок можно на портале госуслуг или позвонив по номеру горячей линии ЦИК. До 4 сентября в избирательных комиссиях будут принимать заявления татарстанцев, которые планируют 8 сентября голосовать не по месту своей прописки, а фактического пребывания. Подать заявление можно и в МФЦ. До выборов в Госсовет Татарстана осталось всего неделя. Представители 7 политических партий, что участвуют в выборах, а также кандидаты в депутаты, максимально используют это время для агитации. Татарстанские коммунисты на улицах Казани раздают газеты, календари, буклеты, проводят встречи с избирателями. В основном людям нравится, что сам кандидат общается с ними, ходит во дворы. Также я раздаю листовки, выслушиваю их пожелания. В предвыборном штабе коммунистов России полным ходом идет работа по подготовке членов избирательных комиссий и наблюдателей, которые будут работать на участках Татарстана в день голосования. Готовятся публикации в прессе, идет агитация среди горожан. Это у нас домовой. На улицах крупных городов Татарстана эсеры развернули свои пикеты, в которых представители партии собирают наказы избирателей. С Днем Республики поздравляем по всем поселкам, специально раздаем календари. Представители партии «Роста» максимально используют бесплатные эфирные минуты дебатов республиканских телеканалов и радиостанций. Но большая часть работы напрямую с избирателями сконцентрирована в Набережных Челнах. Встречаемся с предпринимателями, с предпринимательским сообществом, с ассоциациями всеми республики, проговариваем про их проблемы, их структурируем, аккумулируем и пытаемся сейчас вопросы продвинуть через Москву. Каким будет состав Государственного совета Татарстана нового 6-го созыва, избиратели сделают выбор 8 сентября. Мое личное мнение, что выбирая того или иного кандидата, мы выбираем не столько конкретного человека, сколько его профессиональную идеологию. Среди тех, кто хотел бы стать депутатом Государственного совета в следующем созыве, есть очень много людей, профессиональную идеологию которых я разделяю и уважаю за то, что они уже сделали. Хочу, чтобы жизнь улучшилась, чтобы пенсионерам легче стало жить. Живем в республике, все равно надо участвовать в таких мероприятиях, раз уж выбираем. Надо понимать, что если ты не идешь на выборы, ты остаешься где-то у себя там на диване, да, под пледом, то будь готов к тому, что твоим голосом воспользуются те люди, которых ты не хотел бы вообще близко у власти видеть. Вот и все. Тут альтернатива очень простая. Я гражданка России. Это мое право. Поэтому я должна выбирать. Я свое будущее выбираю. В день голосования в Татарстане 8 сентября все 2811 избирательных участков будут работать с 7 утра и до 8 вечера. Елена Горбунчикова, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней. Предвыборная гонка завершилась и у главных героев маленьких телезрителей по всей России. Причем завершилась в Казани.
На целый день наш город стал, скажем так, настоящей детской столицей. Можно было легко пообщаться в одном парке с фиксиками, в другом обсудить философию жизни со смешариками или отправиться на парад с ростовыми куклами или 3 котами. Герои мультфильмов буквально заполонили праздничный город 30 августа. Все они приехали на церемонию вручения национальной детской премии «Главные герои». Выбирают победителей сами дети по всей стране. Голосуют за самых любимых мультяшек, любимые детские каналы, любимые телепередачи. Премию в номинации «Открытие года» от самого честного и искреннего жюри получил первый татарский детский канал «Шаян ТВ». Мы искренне поздравляем своих молодых коллег, которые эту награду получили абсолютно заслуженно. Как мультяшные герои знакомились с маленькими казанцами и чем Шаян ТВ покорил сердца юных зрителей в репортаже Ильзиры Юзаевой. Всего 9 месяцев, но он уже снискал любовь своих маленьких телезрителей. Татарский детский телеканал «Шаян ТВ», что в переводе означает «весельчак» или «озорник», родился 12 ноября прошлого года. Именно тогда началось его круглосуточное вещание. Сегодня «Шаян ТВ» собирает у телевизоров и в интернете, так как существует и одноименный сайт, детей из разных уголков мира, чтобы общаться, играть, познавать все новое на родном татарском языке. Карыйбыз, шаянтыкны яратып карыйбыз. Балаларны бүтүн бик яратып, балалар өчен бик яхшы эшләнгән, бик яхшы уйлап табылган канал. Рәхмәт сезгә. Вот у меня сын выступал в Шаян ТВ, сегодня тоже будет выступать здесь. Нам нравится, очень смотрим Шаян ТВ. Как вы думаете, насколько важно иметь свой национальный детский канал? Очень важно, да. Это для детей очень хорошо, чтобы татарский знали. Ярата карага, саяхатчылар яны бик үлеп көтеп торабыз. Все для детей и взрослых без возрастных ограничений. «Шаян ТВ» – это единственный в мире татарский детский канал, который предлагает несколько десятков оригинальных, познавательных, образовательных и развивающих программ, где есть практически все – от игровых шоу и викторин до мультипликационных фильмов, переведенных на татарский язык. Так называемый телевизионный контент «Шаян ТВ», то есть тот материал, который появляется в телеэфире, в свое время отбирали сами маленькие телезрители. Была создана фокус-группа, предпочтения которой были учтены при выборе той или иной программы. И в этом «Шаян ТВ» так похож на своего старшего брата – российский телеканал «Карусель». Каждый год телеканал «Карусель» проводит исследования своей аудитории. Какие мультфильмы или телефильмы или герои нравятся детям больше всего? По результатам этого опроса, который ведется на сайте канала, определяются победители. Именно они и становятся главными героями года. Вот все эти главные герои в этом году приехали в Казань для того, чтобы принять участие в большом детском празднике. Мы очень рады оказаться именно в Татарстане, потому что это одна из главных территорий детских, как нам кажется, потому что в Татарстане большое количество детей, много молодых семей, много многодетных, и мы точно знаем, что канал «Карусель» в Татарстане очень любят и смотрят. Царевна. А какой самый любимый герой? Аленка. Какой самый любимый герой? Маршал. Спайдермен. Мне нравится, Шаян, Биби, Азалия, Галяскер. Мальчик Шаян и девочка Биби теперь уже тоже хорошо знакомые лица. А это герои татарской детской передачи «Куштенеш», «Деу Эни» и «Деу Эти». По словам Альфинур Хисами, за многие годы она настолько вошла уже в свой образ, что не представляет свою жизнь без своих телевизионных детей и внуков. Бәхет инде бу минем өчен. Чөнки мин элек-электән үз-үземне белгәннән бирле балаларны шул хәтле яратам. Менә гомеремдә миңа шундый бәхет елмайды. Һәм инде менә 17 ел мин үз исемемне берәү дә миңа әйтми, барсы да Девани. По словам исполнительного директора «Шаян ТВ» Рамили Сахабуддиновой, они уже прошли очень сложный, но интересный и плодотворный период. Им удалось создать небольшой, но очень трудолюбивый коллектив, сплотивший творческую молодежь, благодаря которой рождаются интересные и увлекательные программы. Больше всего они боялись, что не смогут найти детей, говорящих на татарском языке. Но все эти страхи оказались напрасны. Biz бәхетле татар телендә сөйләшүче балалар бик күп, яшүсмерләр күп, яшьләр күп. Чөнки безнең балалар өчен дә тапшырулар бар, яшүсмерләр өчен дә теләп катнашалар, яшьләр өчен дә проектларда бик теләп катнашалар.
открытие года на Шаян ТВ мы уже... Шаян ТВ по признанию российского медиаконкурса «Главные герои» был признан открытием года. Церемония награждения прошла в День города и День республики и стала большим праздником для детей Татарстана. Большое спасибо организаторам, что этот праздник сегодня у нас в Казани. Хотел бы пожелать всем успешного конкурса и еще раз, чтобы мы здесь встретились. Большое спасибо. Очень хотим и очень надеемся, что получится. Обязательно сегодня же поговорим с вашим детским каналом новым. Мне кажется, что мы смогли бы вполне дублировать наш контент уже, который есть Союзмультфильма, на татарском. Дорогой мой Шаян ТВ, ты, конечно, очень юный, но очень бойкий. Тебе еще нет года, а ты уже получил такую важную премию. Сотрудники Шаян ТВ принимают поздравления от своих российских коллег. Возможно, у детских телеканалов много отличий, но миссия-то у всех одна – сделать этот мир добрее. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Праздник – это все-таки запланированная радость. Вспоминаются слова известного киногероя. Разве может быть запрограммированное, ожидаемое, запланированное счастье? Все-таки может быть. И это праздник, я бы даже сказал, не совсем запланированная, а заблаговременная радость. Праздник в мимолете на ожидании праздника приносит куда больше радости. Ожидание праздника скрашивает наши серые будни, поскольку мы знаем, что в самом конце лета у нас еще будет возможность совершить нечто необычное, нечто совершенно нам даже не свойственное. Сегодня тут и там слышишь, вот раньше были праздники, так праздники. Люди все делали сообща, в едином порыве, так сказать. А сегодня, дескать, что? Не согласен. Да, многие праздники постсоветской эпохи, но никак в народе не прижились, поскольку изначально никакой душой и не обладали. Но есть праздники, которые вполне человек способен идентифицировать с собой лично. Таковы народные праздники, национальные праздники, те, что общие, и отмечаются они сегодня именно сообща. Потому что общество, которое еще в 90-е годы распалось у нас на отдельные семьи, судя по всему, снова собирается вместе и вокруг общих смыслов. Запланированная радость тем и хороша, что она может быть запланирована. Вы можете, например, собраться всем вашим двором и запланировать себе такую радость. Или стать участником большого фестиваля, в котором каждый индивидуален и исключителен, но вместе с тем всенепременно нужен. Большое начинается с малого. И даже такие грандиозные праздники, как День Республики 30 августа, состоят из небольших атомов, способных теперь уже образовывать молекулы общества. Так что ностальгия – вещь замечательная, если только это не пассивная ностальгия. Задумавшись об этом, в первую очередь праздничные площадки посетил Михаил Любимов. Самолетик. Вы посмотрите только на это. Это же самолетик. Самолетик на самой обычной стене жилого дома в Казани. И знаете, что это? А ведь это прогресс. И знаете почему? Потому что в первоначальном проекте ведь не было никакого самолетика. Проекта 60-летней давности. Но он появился. Появился новый проект. Мы вам рассказывали уже об этом дворе на улице Гагарина в Казани год назад. 2 года назад этот двор выглядел как обычный заросший дремучий лес, он выглядел как Робинзон Крузо на своем необитаемом острове. Но в конце концов люди решили изменить это положение вещей. Люди сбрили здесь все наголо, так было год назад, для того, чтобы нанести сюда яркий, сочный и, самое главное, новый макияж. Макияж, может быть, слово не совсем глубокое для понимания того, что здесь происходило, но ведь женщина тоже наносит макияж на себя не только для того, чтобы подчеркнуть свою красоту, но и для того, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. И вот это именно та самая индивидуальность. Вы видите, что она написана, там написано «Я выбираю небо». Это концепция, которая была принята в этом дворе. Это первый тематический дворик в Казани. Детская площадка в форме самолета. Возможно, где-то еще есть что-то подобное, но это и есть та самая индивидуальность двора. И вот праздник 30 августа, представьте себе, начинался именно здесь. Именно здесь, в этом дворе. Почему? Да потому что, ну как можно понять, что на улице праздник, во дворе, на дворе праздник, если у вас на дворе никакого праздника нет? А люди сегодня чувствуют, что они растут.
сильно растут. Ну, может быть, пока далеко до идеала, но рост существует. Индивидуальность – это самое главное слово сегодня. Индивидуальность сегодня в приоритете. И вся эта история этого двора – это та самая история Робинзона Круза. Это не просто приключенческий фильм. Это история, манифест, гимн человеческой индивидуальности. Сегодня главное – прогресс. И это мы видим сегодня в наших дворах. У нас весь двор опять как бы сплотился в интересах того, чтобы, ну, всем нам здесь было хорошо. Чтобы опять подружиться. Да? Опять подружиться. Я здесь живу как бы, да, много лет. Я столько народу узнала как бы за последнее лето, да? Как не за предыдущие. Хотя жизнь, наверное, да. Хотя не как за предыдущие 20 лет. Я выбираю небо. Еще недавно эту фразу буквально мог произнести любой житель этого двора, поскольку небезопасному хождению по земле предпочитал нахождение в своем каменном мешке на высоте в несколько этажей. Сегодня это название двора наконец-то звучит аллегорически. Не выбрать небо было никак нельзя. Это легендарный двор все-таки. Двор, в котором последний год своей жизни прожил сын вождя Василий Сталин, в котором жила целая плеяда летчиков-испытателей, руководителей и специалистов Казанского авиационного завода. Но главное все-таки в том, что люди выбрали некую общую цель. Вы только посмотрите, каким результатом приводит сотрудничество. И это, кстати, редкий пример того, каких высот способна достичь идея, стартовавшая с земли. Ведь идея пришла от самих жителей двора. Жан Владимирович, год назад мы с вами шли по этому же самому месту в абсолютной пустыне на пустыре. И сколько перемен, а? Перемен много. А мы приветствуем нас. А перемены, самое главное, здесь произошли или как-то еще? Мне кажется, перемены произошли не только в дворе, но и в наших душах, даже во мне, и даже в каждом из жителей. Что-то переломилось. Но мне кажется, это интересно, когда заходишь во двор и узнаешь что-то новое. Причем жители сами узнали многое. Мы подружились не только между собой, мы подружились с другими дворами, такими же историческими. У нас уже есть какие-то проекты. Ну и потом люди познакомились. Мы познакомились, мы подружились, мы ходим в гости. Что вот тут основное, да, дети стали играть между собой, они возобновили вот эти все игры, которые были в нашем детстве, и они стали ходить друг к другу в гости тоже. Пространство получилось просто уникальное, гармоничное. Пространство, которое создано для людей, для отдыха, для жизни, пространство, уважающее человека. Это так называемое третье место, когда кроме работы и дома есть что-то еще. Конечно, конечно, это очень важно. Мы говорили, что здесь повсюду прогресс, но мы не знали, что настолько большой. Наиль, здравствуйте. Здравствуйте. Это ваша стойка? Это наша стойка. Это не просто стойка, это селфи-стойка. Это селфи-стойка. И она первая в городе? Единственная пока. Как вы это придумали? Придумали на том, что сзади фон и некому постоянно. Человек один, да, приходит и как бы надстроить свою руку, а тут выбрана камера, то есть выбран угол, все уже фотограф выбрал. На сзади фон. Вы под определенным углом, да. Смотрит на самолетик. Я поставил. 3 секунды. Оп. Сзади прекрасный фон, уже выверенный. Есть. Все, готова фотография, спасибо, добирайте. Вот такое нынче время. Время, когда каждый желает и может высказаться и всячески подчеркнуть свою индивидуальность. Сегодня многие, очень многие ищут и находят это третье место. Место, где уже не работа, но еще и не дом. Место, где все не похоже на нашу обычную жизнь. И даже государство теперь думает не только о том, как обеспечить людей жильем да работой, а именно о чем-то большем. О среде, комфорте и возможностях. Мы договорились за 3 года все дворы республики, многоквартирных домов привести в порядок. Но его надо сделать не просто заасфальтировать скамейку. Он должен быть живой, вот как ваш двор. Это вот некий образец такой творческой работы. Третье место. Вот ведь то, чего нам с вами так сегодня не хватает. Ведь как мы устали. Работа-дом, дом-работа. Хочется иметь какое-то третье место. И мы находим его. Мы находим его теперь в наших дворах. Мы находим его в каких-то кофейнях. Мы находим его теперь на наших улицах. Ведь предложение существует, что бы там ни говорили. Но сегодня очень велик эффект неожиданности в наших городах.
Вот, даже здесь, в таком огромном историческо-архитектурном ансамбле, как Казанская Кремль, мы находим это третье место. Вот сегодня здесь, в праздник, проходит огромный фестиваль под названием Таткультфест. Это фестиваль татарской культуры. У нас даже есть программа мероприятий, но, в принципе, это пока все, что мы о нем знаем, потому что и Казанский Кремль, и многие другие места сегодня похожи на такой огромный, грандиозный, загадочный и неожиданный квест. Это целое путешествие, которое мы сегодня можем сделать и в будни, ну а в праздники, конечно, тем более. Пока ничего не знаем, но узнаем скоро. Таткультфест, проходящий в Кремле уже второй год подряд, это какофония самых различных точек зрения на то, что сегодня можно было бы назвать татарской культурой. На каждой из нескольких сценических площадок этот взгляд на современность совершенно нов и абсолютно свободен от всяческих рамок. А вот как бы пригодилась сейчас здесь та самая селфи-стойка, которую мы с вами видели сегодня в одном из казанских дворов. Посмотрите, какая замечательная появилась бы фотография, получилась бы. Наверное, и здесь скоро это тоже будет. Жизнь очень быстротечна. Ну а в целом пожелать больше практически нечего. Здесь на фестивале сегодня есть все. Есть хлеб, он, конечно, татарский. Ну, кроме хлеба, конечно же, есть еще и зрелище. Одним словом, есть все, что нужно народу. Но давайте слушаемся. Вы слышите? Давайте послушаем. Вы представляете себе, что это татарский фестиваль. И это, между прочим, татарская музыка, которую мы с вами сейчас слышим. Современная татарская музыка. Очень необычно, но на то и праздники, чтобы все было необычно. В общем-то, да, быть татарином сегодня, как и быть русским, быть армянином, это не значит знать только свою культуру, но как бы впитывать ее и думать о вечном, конечно. Да, сейчас все в глобальной деревне живем. Еще и транслировать ее с помощью современных инструментов, созвучных своему времени. Допустим, в 70-х, 80-х это были гитары, бас, барабаны. Сейчас вот на молодой сцене это диджейские вертушки, микрофон, сэмплер, много света, много звука. Вы начинали ваше творчество на русском языке, а потом перешли на татарский. Совершенно верно. Это вообще начинал в школе еще. Как-то я более слушал русскую музыку и хотел сделать русскую музыку. И как-то вот по фану сделал татарскую. И все из-за того, что я написал петло, минусовку, да, аранжировку там. И она показалась мне татарской. Написал татарский текст, выложил ее, и вот как-то после этого пошло-поехало. И я подумал, что людям это нужно. Да, но мы надеялись создать такое праздничное настроение и для малой аудитории, и для взрослой аудитории, и для тинейджеров. Мы просто собираем их в центре города на знаковой площадке, потому что в другие дни они работают в своих маленьких мастерских, маленьких студиях, может быть, принимают заказы только по интернету, а здесь они встречаются лицом к лицу со своей потенциальной аудиторией. И не только, то есть туристам тоже очень интересно локальное. Это тренд последних лет. Персонаж интересный. Да, это Руслан Риманов, кстати, ученик Полунина. Да? Да, наша казанская знаменитость среди... Вы наш? Местный, да? Да. Серьезно? Да. А что вы собой олицетворяете? Я клоун. А где татарская культура? Татарская культура. На сцене. И на сцене у меня спектакль премьера будет. Моноспектакль с татарской культурой, с татарским мотивом в музыке. И клоун на татарском будет говорить. Можно послушать? Да. Итак, мы слышали, их собирают, чтобы они встречались. И это, конечно, далеко уже не тот плавильный казан, в котором индивидуальность каждого растворялась в общем блюде от шеф-повара. Это скорее чаша с салатом, где каждый ингредиент заметен и незаменим. Но а на вкус и цвет, товарищи, как известно, нет. Сегодня мы лишь хотим, чтобы нас выслушали, чтобы нас заметили, где бы мы ни были, во всех наших малых и больших крепостях. В маленьком нашем дворике, в большом нашем Кремле важно лишь то, что рушатся эти стены.
И что самое главное, вот в последнее время, благодаря вот в том числе и таким фестивалям, молодежи становится больше. И они ищут себе здесь приложение, и это здорово. Мне это нравится, что у них, да, есть что предложить Кремлю. Люди должны иметь возможность показать и высказаться. Так что с праздником, дорогие друзья, с праздником, который здесь, в Казанском Кремле, продолжается и заканчивается 30 августа. С праздником, который здесь каждый день. Не надо ждать праздника, чтобы вот найти повод улыбаться и радоваться. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. На этом у нас все. Всех с праздниками. С Днем Республики и с Днем Знаний. Добра, счастья и всего самого наилучшего. С вами была программа «7 дней». Я Тимур Бекмурзин. Встретимся на канале ТНВ. До свидания. Здравствуйте! О погоде на ближайшие 7 дней Лейла Латыпова. Август не баловал нас жаркими днями. А вот первые недели сентября порадуют очень теплой, сухой и комфортной погодой. На северо-востоке Татарстана в понедельник пройдут небольшие дожди. Во вторник без осадков. К среде плюс 19, в четверг плюс 20. Выходные будут теплыми, но местами пройдут дожди. Для Юго-Востока первые недели сентября будет очень теплый и сухой, плюс 21. Лишь выходные местами пройдут дожди, температура немного понизится до плюс 16. В центральных районах республики будет солнечно. Синоптики осадков не обещают. Средняя дневная температура 20 градусов с плюсом. На юго-западе в понедельник плюс 19. К четвергу 22 градуса. Комфортная и сухая погода будет радовать всю неделю. На северо-западе и в Казани будет малооблачно и тепло. Дневная температура около 21 градуса. Выходные местами пройдут дожди и плюс 17. Сентябрь – прекрасный месяц. Еще чувствуется летнее послевкусие, но предчувствие холодов навевает нотку грусти. До свидания.